В Республиканской олимпиаде по гагаузскому языку и литературе, которая пройдет в Камрате с 3 по 5 мая, примут участие 50 учащихся из гагаузской автономии. Во всех учебных заведениях Гагаузии пройдут мероприятия, посвященные родному языку. С 3 по 5 мая у нас здесь в Камрате будет проведена Республиканская олимпиада школьников по гагаузскому языку. Дело в том, что республиканская региональная олимпиада была проведена у нас здесь, в Гагаузии, и в ней приняли участие большое количество детей, а на республиканскую олимпиаду делегировано 50 детей, которые заняли призовые места. Надо отметить, что празднованию Дню гагаузского языка Анадилимис уделяется Главным управлением образования очень большое значение. Гагаузский язык как предмет изучается в детских дошкольных учреждениях с 3 лет. Изучает его 5074 детей. Празднование Дня гагаузского языка Анадилимис ежегодно отмечается 27 апреля. В этом году он впервые охватит все населенные пункты Гагаузии. Мы подготовили ряд мероприятий. Эти мероприятия проводятся не только на территории Камрата и не только на территории Камратского района. Мы попытались обхватить все районы, каждый населенный пункт. Все это было запланировано заранее. В каждом населенном пункте есть библиотеки. И в некоторых населенных пунктах есть сельские музеи, где на местах проводятся встречи с поэтами, с писателями, проводятся выставки, проводятся встречи. Это что касается обхвата всей Гагаузии. Это было для нас очень важным, для нас это был очень важный момент, потому что в предыдущие годы, как правило, это мероприятие концентрировалось и проводилось в Камрате. Мы хотели в этом году чуть-чуть задать немножко другой тон и задействовать большее количество людей, расширить границы проведения этого праздника. Вот, поэтому и стояла такая задача, чтобы мы обхватили больше населенных пунктов. Естественно, генеральные мероприятия по проведению праздника будут проводиться в Камрате. Это будет торжественный марш, который начнется с Дома культуры, от здания Дома культуры. Маршем колонна пройдет до полиции, по Третьякову поднимется наверх, и дальше все перейдут на Аллею Славы, где будет возложение цветов к памятникам, к мемориалам тех людей, которые развивали нашу культуру, развивали наш язык, стояли у истоков создания гагаузского алфавита. Впервые гагаузская письменность была принята постановлением Верховного Совета Молдавской ССР 30 июля 1957 года. В начале 90-х годов прошлого столетия гагаузский язык был переведен с кириллицы на латиницу, поскольку интеллигенция и педагогическая общественность посчитали, что латинская графика лучше отражает специфику гагаузского языка.